Продовжується прямий ефір на телеканалі АТР. Мене звати Олег Борисов. Наступну годину буду працювати з вами я. Одразу хочу представити нашого гостя, який впродовж цієї години буде з нами. Це Олексій Мочанов, автогонщик, телеведучий. Я вас вітаю. Уже давно не автогонщик и не телеведущий, но как-то же надо представить. Алексей Мочанов. А як ви хочете, щоб вас титрували на майбутнє? Я даже не знаю, что писать в визитке, но поскольку у нас основная тема сегодняшнего дня – это ДТП в Харькове, я надеюсь, что мы будем разбирать не столько его, сколько то, что привело к нему, и какие последствия будут для всех нас, а не только для виновных, которых определит следствие, то я автомобильный эксперт давно. Тоді Олексій Мочанов, автомобільний експерт, у нас буде у гостях сьогодні впродовж цієї години. Правильно, Олексій, ви сказали, саме цю тему будемо сьогодні розбирати. Розберемо, сподіваюсь, по поличках. Звісно, що вже вирішить і поставить ці крапки над «і» суд. Хочу одразу нашим глядачам сказати, що... Крапки над «и» будет расставлять следствие. А суд либо убедится в том, что следствие достаточно собрало доказательств вины одного или двух водителей, либо отправить что-то на доследование. Но сейчас понятно, что в обществе это очень резонансное событие, потому что одна из виновниц ДТП, а я уверен, что она там не одна, это дочка влиятельного человека и миллионера. Если бы мы были в Великобритании, и не дай бог случилась такая беда с представителем, там, ребенком какого-то аристократической семьи, общество бы, честно говоря, знало, что родители накажут больше, чем общество и суд, потому что это пятно на репутацию. А в нашей стране эта ситуация лишний раз показала, что ни депутатам, ни политикам, ни представителям власти, никому, ни тем более миллионерам никто не верит. И общество считает, что они всегда будут отмазаны. Но, к сожалению, предыдущая история со всеми авариями, которые у нас были резонансными, сказали о том, что либо виновник убежал, как в случае с Ларсоном, хотя там вина вообще очевидна, либо ну вот нет и все. По непонятным причинам мазанули. Зараз повернемось до цієї теми. Хочу нашим глядачам сказати, що саме у ці секунди почалася Фейсбук-трансляція на Фейсбук-сторінці телеканалу АТР. Ви маєте можливість прямо там ставити свої питання до Олексія Мочанова. Будемо робити таку собі комутацію між глядачами у Фейсбуці і між нашим гостем. Також очікуємо на пряме включення телефоном прес-секретаря Харківської обласної прокуратури Вікторії Дубовик. А поки стосовно цієї справи, тому що о 14-й годині вже почалося судове засідання. Перше питання, пане Олексій, до вас. Знову ж таки, не хочеться дуже далеко заходити у дебрі, як говорять. Просто перше питання, традиційно, ваша думка стосовно того, що відбулося. Совершился контакт двух автомобилей, наезд одного автомобиля на другого. Сейчас в связи с рабочим светофором и работающие на месте группы определят, у кого что куда, в какую сторону погнулось, в результате чего одна из машин вылетела на тротуар, снесла 11 человек, 5 погибло на месте, 6 в тяжелом состоянии, непонятно сколько еще из них выживет, потому что бывает, к сожалению, что и второй, и третий день оказывается критическим. Автомобиль лежал на боку, в нем была 20-летняя, не скажу подросток, да, но уже не тинейджер в любом случае, приемная дочка одного из харьковских богатых людей. Ее задержали и избирают меру пресечения. Я не знаю, там водитель Туарега, с которым был контакт у Лексуса, задержали ли его и избирает ли ему какую-то меру пресечения. И сейчас общество накручено до нельзя. Вот уже, считайте, там вечером будет 2 суток, как все гудит, и крики, и эксперты, и правозащитники, и советники, и все на свете высказали свое мнение, но очевидно, что одни просто за тупое закручивание гаек, а вторые собирают себе сейчас баллы, кричат, что мы не такие, что только мажоры. Я вам скажу, что ДТП с участием небогатых людей и недорогих машин больше, просто потому что небогатых людей и недорогих машин физически больше. Мы должны понимать страшную статистику, что с времени независимости, когда мы отпраздновали, повесили вместо флага СССР украинский флаг над парламентом в августе 1991 года,
Мы потеряли в авариях больше 100 тысяч человек. И больше 1 миллиона человек получили увечья. Причем никто не вел статистику из этого миллиона, кто когда умер, потому что часть людей ушла из этой жизни в результате травм, полученных когда-то в ДТП. Просто поддержались, и это была, по сути дела, отложенная смерть. И никто до сих пор ничего с этим не делает, потому что это вопрос, на котором особо не заработаешь, да, там тему себе не возьмешь, поднимались какие-то крики, вопли про партию автомобилистов, про еще что-то, но они все пытаются заигрывать перед толпой народа. Мы вам сделаем бесплатные там католические номера литовские, польские, да, там люди не понимают, что пока мы, например, в Киеве увидели вдруг польские и литовские номера, в Закарпатье давным-давно, уже не один год, катаются все на словацких и в меньшей степени на венгерских. Прекрасно себя чувствуют, потому что Закарпатье граничит как область с 4 странами ЕС, с Польшей, Словакией, Венгрией и Румынией. И никто в эту тему не заходит, не залазит, либо просто ляпает и никто ничего не делает. Потому что понятно, что мы должны прийти к неотвратимости наказания. Это номер один. То есть, что бы ты ни натворил, за мелкое правонарушение у тебя должен быть небольшой штраф, за преступление у тебя должен быть большой срок, или там, ну, некоторые за смертную казнь, потому що суд Лінча завжди закінчується смертною казнью. Пане Олексію, повернемось до цієї теми. Зараз на скайп-зв'язку з нами Павло Федосенко, це шеф-редактор видання Newsroom у Харкові. Павло, вітаємо вас. Чуєте нас? Да, добрий день. Вітаємо вас. Будь ласка, розкажіть для початку, які зараз настрої в Харкові, яка інформація взагалі вам відома стосовно, можливо, судового засідання, яке нині триває? В данный момент в судебном заседании объявлен перерыв. Последние новости судебного заседания состоят в том, что представитель прокуратуры заявил о том, что девушка-водитель, которая была за рулем Lexus, находилась под воздействием опиатов. Опіати. Опиатов. Але скажіть, наскільки мені відомо, коли перший раз в неї забирали кров, то цього не виявили. Можливо, ці опіати, ймовірно, були в якихось заспокійливих? Чи припускають таку думку? Не совсем так. Первые результаты анализов касались алкоголя. Эти экспертизы делаются довольно быстро, и уже через небольшой промежуток времени можно говорить о том, был человек пьян или нет. Что касается состояния наркотического опьянения, то начальник главка сразу сказал, что эти экспертизы будут готовы позже, потому что делаются они дольше, они сложнее. Чи маєте інформацію стосовно того, як взагалі батьки Олени Зайцевої зараз що кажуть, що коментують, як вони взагалі себе поводять, тому що бачили, коли починалося судове засідання, то сама дівчина, вона не могла сказати і слова, тому що дуже сильно плакала. Взагалі, які коментарі відомі? Как говорят коллеги, которые там находятся, и наши в том числе, девушка якобы озвучила только одно слово. Нет, в ответ на вопрос признает на себя виновной. Там сейчас присутствует ее мама и еще 2 женщины, только родственницы, близкие друзья семьи, непонятно. Ни сама девушка, ни ее мама с журналистами не общаются. А що сказав захист про опіати? Было видно, что для представителя защиты это был шок. Она сразу сказала о том, что незадолго до этого она общалась со следователем, и тот ничего не говорил про опиаты. И после этого она попросила 3 часа на ознакомление с документами. Но суд объявил перерыв на 25 или 30 минут, если я не ошибаюсь. Сейчас уже заседание либо началось, либо должно начаться. Дякую вам. Павло Федосенко, шеф-редактор видання Newsroom, був на прямому скайп-зв'язку з нашою студією. Пане Олексію, маєте що прокоментувати стосовно коментарів нашого колеги? Знаете, меня очень расстраивает сам подход. Какие там настроения в Харькове? Зачем влиять сейчас на суд? Очевидно, что дело получило огромный резонанс, что и правоохранительные органы, и органы прокуратуры, и суд, и даже адвокат, наверное, понимают, что просто так сползти не удастся, потому что у нас, когда Мазурок расстрелял 3 человек из пистолета, это был ничего себе теракт. А тут 5 погибло, 6 тяжело травмированных. Ну, это дело может быть на контроле и
генпрокурора. Я, правда, там... Вы когда спрашиваете, что сказал представитель прокуратуры, мне так, честно говоря, ну, как не смешно, а грустно, потому что все в последнее время, что творит и вытворяет прокуратура и ее спикеры, на голову не лазит, и видно, что у генпрокурора образования нету, образование журналистское, только ляпать языком больше ничего не делать. И я поэтому там сейчас, честно говоря, ну, меня, конечно, расстраивает ситуация. Я понимаю, что 20-летний ребенок, да, там, уже не ребенок, чтобы ездить на машине, но ребенок по мозгам, потому что они сейчас в этом возрасте дети, будет говорить, нет, вопрос родителей, сейчас как-то общество так со всех сторон надавило, что я абсолютно, у меня нет там сочувствия какого-то, да, там, я хочу просто, чтобы хладнокровно в такой, вот, знаете, пустой банке, без консервантов, разобралось дело, в рамках которого люди поймут, кто прав, кто виноват. Людей не вернешь, да, там сейчас, я думаю, что будут стараться, поскольку отец этой Зайцевой не бедный человек, наверное, будут пытаться компенсировать как-то семьям погибших, это все там, причем молодые люди, там, 93-й год, 87-й, да, там, как-то совсем вот еще пожить не успели. Но это не должно уберечь виновницу или виновников аварии от наказания. А нам надо реально понимать, что делать, потому что папа дамы, увидев за, там, не знаю, 18 лет, она могла получить права. Села за руль, он там где-то, я читал, что подарил ей машину свою, или, ну, там не совсем новая, но 15-го какого-то года. После чего она получает сразу пешеходный переход, красный свет, нарушение скоростного режима. Сказать, дитё мое, тебе еще 20 нет, у тебя уже 5 протоколов. Ты вообще нормальный человек? В Германии у тебя есть пункты. Ты получил какой-то штраф, да? Первый штраф, там, 137 евро и 2 пункта в общий реестр нарушений. Второе нарушение в течение года 500 евро и 6 пунктов, да? А всего можно, я не помню, 12 или 14. Сейчас это не принципиально важно. Третье нарушение, штраф там за душку, уведомление твоей страховой компании, что ты относишься к группе риска. То есть ты в следующий раз будешь страховать старый Opel в 3 раза дороже, чем он стоит. А без страховки ты на дорогу не выйдешь. И третий вопрос, тебя лишают прав, и тебя отправляют через полгода на идиотный тест. А идиотный тест с первого раза пройти невозможно, потому что ты должен пройти определенные занятия, на которых тебя к нему якобы подготовят, потому что ты дебил, и ты показал это всей своей ездой. И 5 нарушений в течение года это 2 идиотных теста. То есть в Германии это пожизненный пешеход. И мне кажется, что родители не должны смотреть на детей как на жертв этого всего. Но люди смотрят интернет, люди смотрят на какие-то видеорепортажи, когда сидит каждый суслик-агроном, каждый владелец смартфона, это типа народный корреспондент. Они включают. А на каком основании вы остановили? А почему? Меня останавливает полиция, я никогда не хамлю, не включать телефон и спокойно спрашиваю, что надо, дают документы, проверяют страховку, раз оштрафовали, потому что там не там залез в автобусную полосу для поворота направо, заплатил 510 гривен, раз остановили, 3 дня была просроченная страховка, сказал спасибо, заплатил штраф, купил страховку, проверил ее на остальных автомобилях, в этом нормальная вся история. Сейчас сначала мы орем, позавчера мы обсуждали всем интернетом поведение возле гостиницы «Интерконтиненталь» дамы и полицейских, которые вытащили даму из машины. И вчера мы рассказываем про то, как же так, как она могла. Вчера в Ивано-Франковске суд по представлению прокуратуры отстранил от должности командира патрульной роты Ивано-Франковской, лейтенанта полиции, за то, что бывшего мента 60-летнего, пьяного, не могли вытащить из машины. Он посылал всех, как будто он на ютубе, и ему там сломали при задержании палец. Лучше бы ему рожу сломали или шею свернули. И при этом этот негодяй лишен по 130-й прав судом, но инспектор, командир, который принимал участие в задержании, вы понимаете, что такое пьяного вытащить из машины, не так все просто. Лишается сейчас до 18 декабря отстранен должности. Скажите, пожалуйста, полиция много будет ловить вот таких Зайцевых, чтобы сделать им замечание? Они скажут, знаете что, я свои 8 тысяч зарабатываю,
Вышел я, поймал, не поймал. У нас же нету сейчас зависимости от количества пойманных нарушителей. Поэтому, если вы по каждому случаю будете рассказывать, включать камеру, рассказывать, какой я негодяй, что я сделал не так, не с той стороны подошел, там как-то фуражка приподнята. У нас такое ощущение, что общество идеальное, а полиция дурная. Но Все что же- хотят американскую полицию, но если сюда придет американская полиция, она очень сильно захочет американское общество. А нам надо жить. Мы согласились с тарифами на электроэнергию, как в Европе. Мы согласились с тарифами на газ, как в Европе. Так давайте согласимся с европейскими штрафами. И самый простой способ их не платить – не нарушать. Просто от электроэнергии и от газа ты отказаться не можешь. А от нарушения правил сядь, пристегнись и пей. Люди сейчас в проклятой всеми Москве ездят без тонировки, без колхозного ксенона, пристегнуты даже на заднем сиденье, потому что штраф берут даже с пассажиров. Пане Олексію, повернемось до цієї теми. Мені підказують, що зараз вже продовжувалося судове засідання стосовно цієї справи у Харкові. Давайте послухаємо. Там якраз, як мені здається, кажуть про опіати. Захист каже. Давайте виведемо на екран. Обсязі, в якому ми його подали. Підозра не змінювалась, підозра обґрунтована, і в підозрі посилання на цей документ відсутні. Тому ми в клопотанні, в обґрунтування ставили саме ті документи, які вже нами були досліджені, ті дії, які вже були проведені. Тобто цей документ – це є документ, який характеризує особу. Тому прошу суд не задовольняти, відмовити в задоволенні клопотанні сторони захисту. Прокурору Мельченко. Шановний суд, я також Голосніше хочу звернути увагу, що цей аналіз він брався безпосередньо після скоєння дорожньо-транспортної пригоди. Тобто до відділу розслідування ДТП підозрювана ще не доставлялась. Це я про те, що захист вказує, що в приміщенні відділу розслідувань підозрювана вживала заспокійливі засоби. Тобто це первісний у нас висновок щодо її стану. Крім цього, я вважаю, що ті питання, які підіймає у нас захисник, що стосується обстеження, ну, його викладеного обстеження, то я вважаю, що адвокат може скористатися своїм правом подати до медичного закладу запити та встановити, яким чином відбиралась, в яких у нас було пропорціях виявлено ці опіати. І це не відноситься, вважаю, що до сьогоднішнього розгляду. Я вважаю, що клопотання необхідно розглядати сьогодні. У мене все. Прошу Скажіть, будь ласка, прокурор Блохін зазначив, що сторона обвинувачення – це спільна позиція, надає цей висновок, як ви сказали, Як документ, який характеризує особу підозрюваної. як документ, який характеризує особу підозрюваної. Тобто не як доказ на теперішній час. На теперішній час не як доказ, документ, який характеризує. Це спільна позиція обвинувачення? Так. Так. Дякую. Сідайте, будь ласка, слідчий. Ваша честь, хочу доповнити та внести ясність, що цей аналіз сечі був взятий через час згідно акту в 21:40. Происшествие произошло в 20:43 згідно відеозапису, яка мається в матеріалах кримінального провадження, і також в додатках клопотанню, що там посекундний час вказаний. А я був присутній при наданні медичної допомоги у приміщенні відділу розслідування ДТП, спілкувався з лікарями, вони пояснили, що вони Шановним. Подивилися щойно, як триває судове засідання. Я вам Сейчас вопрос, там дадут ей, условно говоря, 8 лет, 10, 12 или 15. Сейчас очевидно, что как минимум один из участников ДТП, вот эта 20-летняя девушка, она будет осуждена. И она будет... Ну, я устал объяснять людям, что 60 км в час – это 16,5 метров в секунду. Сейчас началась осень. Сейчас время переключать голова-задница в нижнее положение и ехать не на эмоциях, да, там, а на ощущениях. Я вот к вам добирался сейчас, повернул улицу Зоологическую. Чем думают у нас люди, которые паркуются, и отсутствие, к сожалению, парковочной службы у нас, которые... Улица Зоологическая на сегодняшний день, да, там если есть грузовик, она становится непроходной вообще ни в одну сторону. Потому что справа-слева парковались европейцы,
которым всем рассказывают, как Европу, как правильно, как они расстроены, что вот эта гадина на Лексусе в шубе там мазала губы и разговаривала по телефону, как будто они так никогда не делали, но при этом они припаркованы по знакам, даже не стоянка, а остановка запрещена. Мы должны подойти сюда к штрафам раз, к тому, что эти штрафы одинаковы для всех абсолютно, как для водителя старого запорожца, так и для поросюка, который бьет ногой Гилитей, а Гилитей ничего не понимает в юриспруденции, не может дать ему в пятак зарядить сдачу, потому что на это, на сдачу, на доторканность не распространяется, у нас вообще никто не понимает, о чем идет речь. И мы обсуждаем вещи, в которых мы мало что в принципе понимаем. Там совершилась трагедия. В результате столкновения двух машин погибло 11 людей, причем не люди из одной или второй машины, а люди, которые вообще на тротуаре стояли. У нас советник министра внутренних дел Антон Геращенко. Ладно, когда они выложили видео столкновения. Зачем было выкладывать в сеть просто стоящих людей, которых сметает Lexus? Зачем? Он давал какую-то информацию про начало на первой стадии аварии. Он про что был этот? Это была история, чтобы набрать себе еще 20 тысяч лайков, 15 тысяч подписчиков, потому что это что, монетизируется или что? Это, правильно, я считаю, что это моральное преступление. Ну, вот это видео, которое потом уже выложил и я, мы в свое время, в 96-м году, когда компания Volvo проводила тесты с манекенами, и манекены, мы показывали, что происходит с ребенком, который стоит сзади Да, и держится за два сидения папы и мамы, и при ударе мимо них пролетает, выбивает стекло, и потом эта же машина сбивает его, он попадает под свой же бампер. Мы показывали результаты краш-тестов, но эти манекены были настолько похожи на людей, гибрид 2 так называемый. Я тогда предлагал, чтобы мы хотя бы на ОТ-1, ну, на общенациональном тогда канале, да, он не был еще первонациональным, показывали это просто случайно, не во время рекламы. Вот так же, как внезапно происходит авария. Чтобы люди понимали, что выезд на дорогу – это опасная штука. Я не думаю, что эта девка выезжала там, откуда она выезжала, там из дому, с клуба, от подружек, с тренировки, там, с маникюра, что она ехала с мыслью кого-то убить. Да? Это произошло просто так. Но скажите, пожалуйста, вы вот получали права. Вам Я хоть здорово раз разу здав на права. Вам хоть Я раз честно показали говорю. видео, что происходит во время ДТП? Закрытое, посадили и сказали, ребята, а теперь мы покажем, что вы управляете средством повышенной опасности, и это, сесть за руль, это самый легкий способ превратиться из горожанина в фермера. Только работать ты будешь не на себя, а где-то в Кагарлыке на химии. И вот включили, и ты посмотрел, вот бывает, вот бывает, вот бывает, вот бывает. У нас люди так привыкли к крови, что вчерашнее видео 5 погибших у них на глазах людей и 6 травмированных, никто особо не ойкнул даже. А все начали спрашивать, что там на 32-й секунде идут люди, закрываются от камеры рукой и не побежали помогать. Кто-то так сработал, кто-то так сработал. Водитель автобуса, который виїжджав, Мікрик там или Opel, или Renault, там просто не Він видно. поїхав далі. Він не Он зупинився. притормозил, Подивився посмотрел і поїхав далі. и поехал дальше, просто как будто, я не знаю, что за нервы у человека. За 2 хвилини після аварії, знову ж таки, з відеокамер спостереження, тільки там 3 чи 4 людини підбігли до машини перевернутої, а всі інші просто залишилися, робили ось так. Ось так і Это обычное знімали. явление. Так было, когда я копал снег в 2013 году. Но у нас, кстати, ни в одной автошколе не учат, как правильно изымать человека из лежащего на боку или перевернутого автомобиля. И вы знаете, что в Германии 70% травм при перевернутой машине водитель или пассажир получает не в результате ДТП, а в результате неквалифицированной попытки оказать помощь. Потому что отстегивают, они падают, ломают. В перевернутой лежащей на бок машине жена пытается открыть двери, выскочить, и мужу каблуками выдавливает глаза. И это все реальная история. Поэтому, когда мы смотрим на машинки, какие некрасивые в репортажах Рауля Челачава, Игоря Моллера, Ирины Твердовской где-то, да, там на автосалонах, пока он стоит, он никого не убивает, разве что током или от жабы. Но когда ты выезжаешь на этой машине на дорогу, ты должен отдавать себе отчет, что ты берешь на себя ответственность за жизнь свою, своих пассажиров, водителей, пассажиров вокруг автомобилей, велосипедистов, пешеходов, всех. Многие из них ведут себя черти знает как. Олексій, повернемось до теми. У нас на прямому телефонному зв'язку підкажіть, Володимир Караваєв. Так, мені підказують Володимир Караваєв, правозахисник. Пане Володимире, вітаємо вас. Чуєте нас, добре?
Да, добрый день, но я вас очень плохо слышу. Раптом що я буду повторювати питання. Пане Володимире, перше питання до вас. Взагалі ваше бачення цієї ситуації і що можете сказати стосовно цього? По поводу харьковской трагедии, Так. ну, наконец-то время пришло у нас задать серьезный вопрос. Каким образом у нас вообще водители допускаются к управлению транспортными средствами? Каким образом у нас вообще работает автошкола? Каким образом идет прием экзаменов? Кто за это несет ответственность и какую? Алло? Так, ми вас чуємо, будь ласка. Зв'язок пропадає дещо. Да, я просто хочу напомнить, что мы в свое время подписали соглашение с Европейским Союзом, и там есть определенные обязательства. Так вот, среди этих обязательств у нас есть выполнение требований директивы Европейского Союза про посвящение водия. И согласно этой директиве у нас в Украине должен появиться институт экзаменаторов независимых. И, к сожалению, этот вопрос у нас откладывается до тех пор, пока он будет откладываться, у нас недоученные водители будут оказываться на дорогах. И это будет чревато такими последствиями, как произошло в Харькове. А як ви бачите взагалі вирішення цієї ситуації? Тому що вже, на жаль, маємо поганий досвід таких аварій. Який ви вбачаєте вихід з цієї ситуації? Можливо, підвищення штрафів, чи можливо воно не допоможе? В Європі, наприклад. Однозначно, увеличение штрафов ситуацию не спасет. Есть опыт, да, опыт там других стран, который показывает, что после ужесточения санкций водители себя ведут примерно на протяжении 3 месяцев. От 3 до 6 месяцев потом все возвращается на круги своя. То есть люди потихонечку начинают привыкать к этим новым штрафам, новым санкциям, и все начинают делать так, как они делали и прежде. Поэтому увеличение результата не даст. От Олексій Мочанов вас питає, як можна звикнути до 1000 євро штрафу? Это бред, Вов. Володимире. Да, я думал, мне показалось, что это голос Алексея. Да, Алексей, добрый день. Ні, у нас Олексій Привіт. Мочанов в студії в гостях, так. Да. Я не знаю, как можно привыкнуть к 1000. И да, вот те данные, которые я привел, это не мои данные, это мировая практика как раз говорит о том, что после увеличения штрафов они работают на протяжении периода от 3 до 6 месяцев. Алло? Да, дякую. Дякую вам дуже. Нагадаю, з нами на прямому зв'язку був Володимир Карваєв, правозахисник. У нас на самом деле все очень просто. Когда наш соотечественник приезжает во Франкфурт, он на парковке в прокатной машине пристегивается так, что дышать не может. По одной простой причине. Потому что он знает, что там выдерут за все. За свет, включенный не вовремя или не включенный вовремя, за противотуманки, за непристегнутого заднего пассажира, за детей, ползающих по автомобилю, за попытку говорить по телефону или там что-то набирать или кого-то снимать на ходу. И там невозможно договориться. Это принципиально важная история. Что невозможно договориться с немецким полицейским, щоб тебе відпустили. Я з вами погоджуюсь з власної практики. Коротко скажу, колись був у Греції і там взяв в оренду собі мотоцикл. І мені сказали, обов'язково шолом. Температура плюс 40, який шолом. Я його зняв, спокійно їхав. Їхав до тих пір, допоки мене не зупинив сам місцевий мешканець і не сказав, що ти робиш? 1000 євро штраф без шолому. Якщо ти втрапив у аварію, ще більше, плюс позбавлення водійського посвідчення. Олексій, лишається 10, навіть менше хвилин до кінця ефіру. Я б дуже хотів попросити наших режисерів вивести зараз на плазму відео моменту цієї аварії. Навіщо? Спочатку скажу навіщо. У мережах з'явилася купа інформації від так званих автоекспертів, що швидкість руху Лексусу була 150, 200, 60. От просто хочеться, звісно, що ми не можемо зараз точно сказати, якою була швидкість цього Лексусу під час зіткнення і під час наїзду на людей. От просто подивіться це відео і приблизно скажіть, от швидкість Туарега і швидкість Лексусу. Від і до. У нас здесь обрезано. Далі зараз буде. Тріолан Лайв, зараз інший кадр. Попрошу режисерів відмотати сам момент, де Лексус їхав. Я, естественно, видел этот момент и без нашего эфира. Все очень просто. 60 километров в час – это 16,5 метров в секунду. Возьмите кусочек, померьте его линейкой. Да? Посмотрите, там, условно говоря, за какой промежуток времени, засеките, автомобиль проезжает, там, не знаю, сколько в кадре видно, там, 10 метров, да? Ну, это же все математика. Вот сейчас Вова говорил про институт независимых экзаменаторов. Я сейчас с ужасом слышу про независимых, еще и общественных, и активных. А кто будет экзаменовать экзаменаторов?
Вот мне интересно, мы сейчас ведемся 7 ноября 8 100 лет революции Октябрьской, мы ведемся как 100 лет тому назад. Там весь мир мы разрушим до основания, а затем, и кто сюда придет? В данной ситуации водитель Туарега, даже если бы очень хотел, на таком коротком промежутке времени, он бы не смог превысить разрешенную в городе скорость, да, 60. Но он не убедился в безопасности своего маневра в том, что светофор, перекресток освободил другой автомобиль. Водитель Лексуса, там был ему зеленый, моргающий зеленый, моргал он там или не моргал на этом моменте, я не понимаю, зачем мы только что говорили, зачем вот это сейчас мы показали? Щоб посмотреть Я лишній попрошу раз, як- режисерів інше відео, інше, не це. Приберіть, будь ласка, це відео. Я попрошу це відео, де видно, як по проспекту їдуть дві машини Lexus і ще одна, з якої там були перегони. Очевидно абсолютно, что скорость была больше 60 км в час, потому что даже боком машина, ударившись в бордюр, летела. Ну, померьте расстояние между столбами в Харькове, да, есть там корреспонденты. Пусть придут, померят, засеките на видео время, за которое Lexus их преодолел. Это физическое тело. Lexus это мячик, да, там, ну, без разницы, швабра с бабушкой на этой швабре. Ну, есть формулы и скорости. Сейчас это эксперты выяснят. Очевидно, я не понимаю, почему заканчивается разметка за 15-20 метров до светофора, но там нет уступлений, и все в этом месте заезжают. Я не харьковчанин, я в этом месте, если и был, ну, то оно у меня в голове не отложилось, потому что по Сумской, конечно, я катался. Я понимаю, что водитель Туарега мог куда-то торопиться. Сейчас он уже об этом кому-то не расскажет. Мог сидеть в телефоне и как бы дернулся автобус этот, или Рено, или Опель. Не вижу на видео, просто они одинаковые абсолютно, Вивара и Трафик. И он дернулся, надавил на газ, не знаю, что там за мотор, но это достаточно бодрая машина. Даже в самой простой своей комплектации она имеет спидометр, да, где будет понятно, сколько ты едешь. И, к сожалению, педаль газа, которую ты можешь давить, умеешь, ты не умеешь, без разницы. Человек, очевидно, что отвлекся. Или рассчитывал, что машина доедет. Зупинится, да. Я не обратил внимания, кстати, когда я заезжаю в Харьков, что в Харькове принято проскакивать на моргающий. Вот в Киеве это сплошь и рядом. Это, к сожалению, у нас правило. В Одессе люди очень любят это делать. Ну, там где-то скакануть. В каждом регионе есть своя определенная форма поведения водителей. Поэтому, когда появилась куча этих католических номеров, там ПЛ, ЛТ, да, там, когда начали переезжать сюда люди, как бы временно перемещенные лица, которые, надеюсь, вернутся домой, и Украина опять станет общей, единой вместе с Крымом, с нынешним ОРЛО. Ты сейчас не понимаешь, как вот раньше я знал, как поет АВ, потому что это Винница, да, как поет ВИ, потому что это там, Треба звикати до кожного. И ты примерно понимаешь, как себя человек поведет. Да? Мы профессиональные водители, у нас вот 29 числа, следующее воскресенье, день автомобилиста. Спрашивают, это же праздник всех водителей? Я говорю, ну в день десантника не все парашютисты отмечают день десантника, потому что не все парашютисты десантники, но так принято, что считается, что все десантники парашютисты. Поэтому это наше профессиональное свято. И я иногда так остро реагирую на то, что происходит на дороге, потому что это мое рабочее место. Если бы я пришел к вам на работу, там, выбил ногой дверь, там, нагадил, наплевал на стол, взял за ухо там, какого-нибудь симпатичного монтажера и потащил его куда-нибудь там, выпить со мной по 50 грамм, потому что мне скучно, вы бы, скорее всего, меня второй раз не пригласили. У меня на рабочем месте, на дороге, где я живу, где я работаю с 1987 года, с февраля месяца с правами, вот в этом году было 30 лет. Люди ведут себя хуже, чем я вам сейчас описал, включая и вот так. И я сейчас абсолютно не отмазываю ни одного из виновников. Да? Я хочу, чтобы следствие привело доказательства, а суд их принял, обработал и включил в приговор обоим водителям. Потому что это явно ответственность не только Зайцевой, да, но и водителя Лексуса и водителя Туарега. Мне грустно, что отец... Я понимаю, с одной стороны, что пытается отмазать. У меня вот сын ездит за рулем, я сказал, Юр, если ты в любом состоянии попадешь в ситуацию, не дай бог там по всем деревьям постучать, в которой случится непоправимое, я не то, что палец о палец не ударю, чтобы тебя вымазать. Я сделаю все, чтобы это не попытался сделать кто-то из моих друзей без моего ведома. Ты должен понимать, что ты несешь ответственность за каждую минуту, которую ты находишься за рулем. Ты мой сын. Не просто позор, не позор. Но если ты, не дай бог, собьешь человека,
попадешь в ДТП, где будет пострадавший или погибший, без разницы как, ты будешь за это нести ответственность уголовную, юридическую, моральную, тебе с этим еще и жить. Но жить при тебе при этом, в зависимости от сложности, 7, 10, 12 лет в тюрьме. Мы играли концерты для аварийщиков в тюрьмах. Это люди, мне подошел парень, который, мы с вами попрощались в арене, и я был выпивший. Я пошел, сел за руль, завел ее, посадил девочку и на столичном шоссе ударился в столб, девушка погибла. Мне дали 7 лет. Если бы мне тогда кто-то дал по морде, прямо возле моего Эмеля, Мерседеса, отобрал ключи, просто избил меня и уехал, я бы сейчас ему был только благодарен. Но для осознания этого пришлось сесть на 7 лет. Дуже сумні історії, але пане Олексію, вже менше 2 хвилин до кінця ефіру. Як обіцяв нашим глядачам, що у Фейсбуці йде Фейсбук-трансляція на сторінці телеканалу АТР. Кілька глядачів нам написали вже до вас питання. Я зачитаю, бодай одне, думаю, встигнемо. Андрій Сухарьов пише вам наступне, цитую. Не считаете ли вы, Алексей, что с каждым уходом от уголовной ответственности сильных мира сего в обществе нарастает настроение, которые однажды прорвутся, и суд будет происходить прямо на месте, причем с особой озлобленностью по отношению к Я непростым считаю, людям? что с каждым случаем ухода от ответственности, вне зависимости от того, это сильное мира сего или слабое мира сего, наступает ситуация, которая наступать не должна. Поэтому для меня абсолютно одинаково. Это водитель Лексуса или водитель старенького Запорожца и там, не знаю, инвалид, который плохо видит. Не умеешь – не садись. Да, я согласен с кучей доводов, которые привел там Вова Караваев по поводу того, что надо учить, надо сертифицировать места, полигоны, потому что люди учатся ездить, не катаются между пластиковых бутылок из-под пепси, в которые воткнули палочку и ковыряется в зубах инструктор, особо там, да, ты не ездишь ни ночью, ни в дождь, ни в снег, ни в гололед, ни на полигоне, ни на дорогах, а часы расписаны на то, чтобы ты, когда получаешь права, мог проехать по двухсторонней дороге, да, там где-то за городом, по Бориспольской трассе, она не для учебной езды. Но ты же когда-то туда попадешь, постоял в пробке, когда тебе нервы завелись так, что я не исключаю, что человек мог выпить успокоительное, ну просто потому что заколебался и опаздывал. Я ехал к вам сюда сейчас и понял, что я еду впритык. И чук, там где-то заморгал сигнал, да? Я раз думаю, ну это внутренне нелепо, ехать на моргающий зеленый на эфир про то, как человек доездился на моргающий зеленый. Я решил, что лучше пусть я опоздаю, но я не буду выходить за пределы тех принципов, Дякую. которые я исповедую, находясь за рулем. Дякую, дякую вам дуже. Олексій Мочанов, автоексперт, був у нас Ви сьогодні так, да. гостем у студії. Далі у наступній студії лайв Ілля Пономарьов буде гостем у Аліни Блохіної, колишній депутат Держдуми Росії. А зараз новини ЗАМАН. Залишайтесь за ТЕР, буде цікаво.